Гамбужап Цыбиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Глава книги 7. Управление Тибета. Часть 39. Председателем Центрального управления, именуемого обыкновенно Дебашун, является Далай-лама, который по этой должности титулуется в просторечии тибетским ханом, по-тибетски Боджи Чалбо. Вскоре после утверждения нового управления, а именно в 1757 году, когда умер 7-й Далай-лама, возник вопрос о временном исправлении должности Далай-ламы. Вопрос этот был разрешен назначением первого заместителя Далай-ламы, каковым и был Демоху Токта по имени Жамбал Дылык Джамсо. С этого времени уже входит в обычай избрание такого наместника, который утверждается императорской властью под наименованием правителя казначейства Далай-ламы с титулом Намун-хан, по-монгольски «царь учения». Тибетский литературный язык именует его Джалсап, то есть наместник хана, а обыденная речь зовет Боджалбо, то есть тибетским ханом. Наместничество или регенство должно продолжаться до совершеннолетия вновь избранного Далай-ламы, и оно замещалось до сих пор поочередно из числа 5 хутухта, хозяев 5 упомянутых раньше дворцов, линов. Каждый из них имеет при себе Дзасагламу как личного секретаря, правителя дел. Впрочем, в 1862 году в виде исключения эту должность занимал светский бывший галон по фамилии Шадда с титулом также Намун-хана. Желание занять эту высшую в стране должность, а затем стремление занимать ее как можно дольше, служили всегда причиной многочисленных интриг между хутухтами. Обыкновенные заседания Совета 4 галонов, состоящего из 3 светских лиц и 1 духовного, происходят в особом доме, называемом гашак, то есть приказной дом или судилище галонов. Обыкновенный совет происходит под председательством того галона, который дольше других занимал эту должность. Он именуется галон Тидба, предводительствующий сановник. В мое время таковым был галон из фамилии Шадда. Над балконом этого дома висит обычная доска китайского образца с надписью в высокопарных выражениях на 4 языках. Смысл этой надписи можно передать так: внутреннее государство и внешние отделы его в совокупности владеют добродетелью и благопожеланиями. Финансами и вообще государственным имуществом управляют 2 казначейства. Одно – талду, сбор по дате, заведующие казной и имуществом, собственно, Далай-ламы, и другое, которое, по-видимому, не имеет особого названия и именуется по должностям казначеев Лабран-Чандзад, то есть дворцовые распорядители, из коих 2 старших, светский и духовный, заведуют общеказенным имуществом и казной. Решение исключительно духовных дел находится в руках Совета 4 придворных писцев Дуньикши под председательством так называемого Чишабхамбо. Все вышеуказанные должностные лица составляют Большой совет Дебашуна, но на обсуждение особенно важных дел, как, например, при слухах о появлении на границах Центрального Тибета европейцев, приглашаются еще старшие администраторы главных монастырей. Таким образом, Большой совет состоит под председательством: первое – Далай-ламы или заменяющего его, второе – Джалсаба, сохраняющего голос и в присутствии Далай-ламы, с 3 по 6 из 4 галонов, с 7 по 11 5 дабаней, с 12 по 15 4 дуньикши,
с 16 по 17 двух талду, 18 и 19 двух лабран-чанзадов, с 20 по 22 трех настоятелей Сенбра-Госума и 23 Засагламы Джалсаба. Таков наибольший состав Большого Совета Дебашуна. Точно установленного состава, я думаю, нет вовсе. Для местного управления Центральное управление назначает так называемых дзонбонь, начальников дзонов, преимущественно по 2 на каждый дзон или уезд. Таких уездов числится теперь 53. Главная обязанность этих дзонбоней, из которых духовного зовут Зедун, а светского Дунхар, заключается в сборе подати, поступающих большей частью натурой, хлебом, маслом, сукнами и тому прочее. Только в Накчу, ввиду важности этого пункта, духовный дзонбонь называется хамбо, а светский нансо, в противоречии заботящийся о внутреннем. Нам, к сожалению, не удалось ознакомиться с кодексом современного судопроизводства в Тибете, но говорят, что руководствуются старинными правилами управления, составленными ханом Сронзангамбо. По каким бы законам ни управлялась страна, правосудие в Тибете довольно призрачно, так как веками укоренившееся взятничество сделало мерилом правоты количество поднесенных взяток. Самым жестоким наказанием подвергаются за воровство, совершаемое преимущественно, как и всюду на свете, бедной частью населения. Жертв страсти к чужой собственности ежедневно можно видеть в Лхасе с отрезанными пальцами, носами, а еще больше ослепленными, занимающимися попрошайничеством. Затем в обычае пожизненное надевание небольших круглых колод на шею, железных оков на ноги, ссылка на окраины и отдача в рабы князьям и начальникам дзонов. Самым большим наказанием является, конечно, смертная казнь, производимая утоплением в реке в Лхасе или сбрасыванием со скалы в Шихадзе. Нам рассказывали очевидцы про ужасающие картины выставления на рынке приговоренных к смерти на показ народу, заключенных в клетки, и про самую казнь утопления, когда шее преступника привязывают тяжеловесный булыжник. За отменой нынешним Далай-ламой смертной казни мне пришлось быть свидетелем лишь публичных наказаний посредством плетей. Существование смертной казни в буддийской стране у людей, которые избегают убивать даже насекомых, кусающих их, вполне объясняются философами-ламами тем, что ради блага многочисленных живых существ нет греха убивать злонамеренных людей. Казнь, кроме того, весьма полезна для самого злодея, так как она избавляет его от дальнейших грехов. Таково оправдание смертной казни. При допросе производятся пытки, практикующиеся, как известно, повсюду в Китайской империи. Самой жестокой из них здесь считают прижигание тела посредством расплавленного сургуча. От телесного наказания не избавляются и женщины, которые наравне с мужчинами подвергаются публичному наказанию плетьми. Зависимость Тибета от Китая, как известно, выражается ныне назначением одного из двух маньчжурских амбани, которые следят за верховной политикой страны как во внутренних делах, так и в делах по сношению с другими странами. Они завидуют китайской колонии, к которой принадлежат упомянутые раньше дамские монголы, а также решают по китайским законам и дела туземцев, когда они затрагивают интересы китайцев и монголов. Во время нашего пребывания был только один амбань,
Помощником его был начальник гарнизона. Значительное влияние Амбани выражается при выборе новых перерожденцев и назначениях новых правителей страны. Все ламаистские перерожденцы, утверждаемые маньчжурским правителем, и так называемые высшие хутухты, число 9, а также и 3 великих ламы, то есть Банчэн Эрдэни, Далай-лама и Ургинский хутухта, выбираются посредством жребия, метаемого перед статуей Большого Джу или перед изображением императора в Паттали. Имена 3 представляемых кандидатов пишутся на отдельных билетиках, которые опускаются в урну. Маньчжурский амбань вынимает китайскими палочками один из билетиков. Назначение же высших правителей еще более зависит от амбаня, так как он представляет на утверждение пекинского правительства предназначенных кандидатов. Все это служит доходной статьей амбани, и поэтому эти должности считаются весьма выгодными, но отдаленность Тибета от Китая и трудность пути служат причиной того, что амбани назначаются из незначительных чиновников, часто зависящих от какого-нибудь влиятельного покровителя. Те же причины вызывают и то, что амбани живут в Лхасе очень недолго, едва дослуживая 3-летний срок. За это время они стараются вознаградить себя за понесенные труды и с лихвой возместить предварительные расходы, сделанные в столице Багдахана для получения должности. Конец 39 части.